границы с полуостровом работает в штатном режиме. Пока что это все. Хорошего дня и оставайтесь с Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 8:35 и в 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Первый год вещания на полуострове. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. Я Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Тема дня. Сегодня мы говорим о решении Верховного суда Российской Федерации, которое фактически оставило в силе ранее принятый судом первой инстанции в Крыму запрете Меджлиса крымско-татарского народа и объявление его экстремистской организацией. Что дальше намерены делать представители Меджлиса? Стоит ли ждать новых каких-то репрессий в Крыму? И будут ли какие-то новые санкции против России из-за этого достаточно серьезного судебного решения? Об этом сегодня поговорим с членом Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Она у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Здравствуйте. С адвокатом, юристом правозащитного центра «Мемориал» Кириллом Каратеевым, который был на суде и представлял как раз-таки позицию Меджлиса. А также попытаемся связаться с Крымом, с первым заместителем главы Меджлиса Нариманом Джилялом. А пока сейчас короткая справка от моих коллег, собственно, об истории запрета Меджлиса в Крыму. Репортаж. Суд решил признать объединение, именуемое Меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретить его деятельность. 26 апреля подконтрольной России Верховный суд Крыма запрещает деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что делают это якобы по просьбе самих крымских татар. Заявление в суд было подготовлено в том числе и по многочисленным, многотысячным обращениям крымских татар, которые обратились в прокуратуру, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в прокуратуру Республики Крым на имя главы Республики Крым с просьбой оградить их от такого Меджлиса крымско-татарского народа. Ранее организацию лишают здания в центре Симферополя. Ее лидерам Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову запрещают въезд на полуостров. Меджлисовцы, которые остались жить в аннексированном Крыму, подвергаются преследованиям. Лидер Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров заявляет о переводе деятельности организации в Киев. С момента введения чрезвычайного режима и до принятия Меджлисом крымско-татарского народа иного решения организуется председателем Меджлиса крымско-татарского народа. Местонахождением центрального офиса Меджлиса крымско-татарского народа определяется город Киев. Защита Меджлиса не согласна с решением Крымского суда. Она направляет апелляцию в Верховный суд России. Руководство и члены организации не принимают участие в заседании, таким образом демонстрируя свое несогласие. В день заседания российского суда в Киеве и в других странах мира под российскими посольствами проходят акции в защиту Меджлиса. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. И предлагаю послушать еще небольшой фрагмент. У нас есть запись непосредственно с самого вчерашнего суда. Корреспондент Крым Реалии там присутствовал. Буквально на минутку предлагаю послушать, как это было. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации в составе председательствующего Зинченко, судьи Горчаковой Борисовой, 30-летней Мухи, рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному итогу заявлению прокурора Республики Крым. Решение Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года оставить без изменения апелляционную жалобу общественного объединения Меджлис крымско-татарского народа без удовлетворения. А я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт, читайте там наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров.
У нас в гостях, напоминаю, член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Гаяна, как теперь организация будет действовать вот в таких условиях? Ну, фактически сейчас уже Меджлис действует в чрезвычайном таком режиме, да? Да, совершенно верно. Собственно говоря, решение, которое было вынесено вчера, ожидаемо, об этом неоднократно объявлялось, и режим работы Меджлиса, его головной офис перенесен в город Киев. Мы работаем в режиме чрезвычайного положения, и сейчас решения принимаются 8 членами Меджлиса, которые находятся на материковой Украине, и лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, который тоже вошел вот в это чрезвычайное собрание. Что касается оставшихся членов Меджлиса, которые находятся в Крыму, то и они были готовы к этому решению. И, собственно говоря, тоже оно их не удивляло, когда спрашивали, как вы будете дальше продолжать свою деятельность. Понятно, что деятельность сейчас сведена практически на нет в том виде, в каком она была до этого, но это будет деятельность по поддержке, деятельность информационная. Вот. Во всяком случае, ничего нового после вот этого варварского решения, которое объявили в Москве, в деле, изобилующем огромным количеством ошибок и неточностей, для нас нет. У нас сейчас на связи по скайпу как раз-таки один из юристов, который представлял позицию Меджлиса. Это доверенный адвокат, юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Кирилл, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие аргументы защиты были на вчерашнем заседании и прислушивался ли к ним суд вообще? На второй вопрос ответить проще, потому что не прислушивался, как мы теперь знаем из решений. Про аргументы защиты. Мы начали с того, что Меджлис не является общественной организацией, которой вообще можно подать иск о запрете деятельности как экстремистской. То есть Меджлис не общественная организация в строгом смысле слова. Меджлис – это вот орган демократического представительства крымских татар, который действует не на основании, не знаю, закона об общественных организациях украинского или российского, он действует на основании Декларации прав коренных народов. Объединенных Наций, да. Объединенных Наций, да. Второе, ну, на самом деле мы оспаривали процедуру, потому что прокуратура не постаралась правильно оформить и предъявить те претензии, которые она должна была предъявить. И я в начале репортажа слышал высказывание госпожи Поклонской о том, что якобы есть сотни тысяч обращений от крымских татар. Ни одного из них в деле нет. Угу. В деле должно было бы быть предупреждение Меджлису, но предупреждение было вынесено не Меджлису, а Рифату Чубарову, и не было ему вручено, как требуется законом. Прокуратура заняла по этому поводу прекрасную вчера позицию, что мы вообще-то вынесли это предупреждение, но не должны были его выносить. Что вот у нас есть две процедуры, одна, которая требует предупреждения, другая, которая не требует. И один прокурор занял позицию, что была использована процедура, которая не требует предупреждения, а другой прокурор занял позицию, что была процедура, которая требует предупреждения, но она была соблюдена. Ну, то есть я правильно понимаю, что даже сама позиция обвинения, ну, скажем так, да, она была не скоординирована между собой? Да, она была вот непоследовательно, это просто один из примеров. Да? Когда прокуратура утверждает, что Меджлис – это юридическое лицо, указывая на пункт 5 положения, почему-то при этом пункт 1 положения о Меджлисе прокуратура не читает. Это было, на это, конечно, очень смешно указывать, но вот, к сожалению, без эффекта. Большая группа доводов наших вчерашних касалась того, что нельзя квалифицировать как экстремистскую деятельность высказывания Чубарова, на которое полагалась прокуратура, потому что, во-первых, нужно Меджлису вменять то, что делает Меджлис, соответственно, решение, которое принято большинством. Ну, понятно. А на самом деле
Да, таких решений вменить-то особенно не удается, поэтому еще в суде первой инстанции в Симферополе прокуратура, на самом деле, ее окончательная версия того, что она предъявляла Меджлису, очень сильно отличалась от первоначального иска. Мгм. Например, в первоначальном иске Меджлису предъявлялись события 26 февраля. Ну, понятно, 2016. так называемое Ну дело да. 26 февраля. Да, Спасибо большое. Извините, у нас время ограничено, я вынужден вас буду прервать, но спасибо большое за комментарий. Напомню, что это был доверенный адвокат, юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев, который как раз-таки представлял позицию Меджлиса на вчерашнем суде, который принял окончательное решение о запрете этой организации, признания ее экстремистской. А я напоминаю, что мы... Если что-то вы упустили, то слушайте и читайте «Радио Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники, пишите в Твиттере. Вот, а мы продолжим через 10 секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. И мы продолжаем разговор с Гаяном Юксель, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Гаян, фактически мы уже знаем, что вот в предыдущие 2-3 дня многих членов Меджлиса, делегатов Курултая уже вызывали кого в райотделы, кого в центры противодействия экстремизму, кого-то просто на беседы, кому-то даже штрафы уже выписали. То есть фактически это такая выглядит как подготовка. Сколько теперь после решения Верховного суда уже их всех можно записывать, ну, фактически в экстремисты. Да. Сколько людей в зоне риска оказывается? Членов Меджлиса сколько? 2,5? 33 члена Меджлиса, но деятельность 6 из них приостановлена по решению Меджлиса. 250 делегатов Курултая. Но дело в том, что система национального самоуправления — это 2500 человек, плюс еще люди, которые задействованы в этой системе. А если брать, учитывать их родственников, окружение, сослуживцев, коллег и так далее, то это практически большая часть дееспособного населения, дееспособной части крымско-татарского народа. Поэтому в зоне риска, под ударом находятся все. Насколько я понимаю, сейчас в связи с вот этим трактованием закона в Российской Федерации, да, и в частности в оккупированном Крыму, под ударом будет любой, кто скажет: я поддерживал Меджлис, или любой, кто скажет: а по решению Меджлиса в такое-то время было то-то, то-то, то-то. То есть ко всем из них можно предъявить претензии. Да, совершенно верно, начались вызовы, уже был вызван Али Хамзин, ему присудили штраф 1000 рублей. Ильми Умеров. Причем это делалось по итогам совещания, которое прошло 27 сентября, когда было немного раньше, 24 сентября, когда было принято решение о приостановке деятельности 3 коллаборационистов в составе Меджлиса. Вот. И это показательные такие действия, это набирающий силу маховик. Вот что можно делать. Причем вот эти факты были приобщены уже в Москве в суде с целью демонстрации того, что вот организация запрещена, а они все равно собирают. То есть вот эти административные штрафы, которые накануне буквально выписали. Да, они людям, пытались, сторона защиты, в данном случае, да, прокуратура, она пыталась предъявить это в Москве, но суд не приобщил эти ходатайства. Вот. Но прогнозы, к сожалению, не самые лучшие, в том числе и от адвокатов и правозащитников российских, которые сейчас действуют, осуществляют деятельность в Крыму. Почему у них такие прогнозы? Потому что делать могут все, что угодно, потому что сейчас демонстративно, нагло, явно будут расправляться со всеми теми, кто остался принципиальным и не изменил своего мнения. Дело в том, что позицию Меджлиса поддерживает большинство крымских татар. Если они молчат или не выступают явно или открыто, это не значит, что они с ней не соглашаются. Заявление о том, что в прокуратуру или в руководство, так называемое руководство Автономной Республики Крым шли многочисленные заявления от крымских татар, является ложным. Там было всего подпись 5 крымских татар, и это марионеточные, организации, часть из которых возникла уже после оккупации. Вот и все их заявления, которые даже и их не было в деле, даже они не были приобщены. Ну, давайте послушаем все-таки, что по этому поводу говорил как раз-таки подконтрольный Кремлю руководитель Сергей Аксенов. Мнение.
С точки зрения юридического поля, для меня такой организации не существует. Какой меджлис? Организация не была зарегистрирована должным образом. Ее нет. Эта организация является площадкой для распространения экстремистских идей и ведения подрывной работы против России и Крыма. Зарубежные хозяева меджлиса пытались использовать эту структуру для разжигания ненависти и дестабилизации обстановки на полуострове. Судебный запрет положил этим попыткам конец. Мнение. Ну вот как раз-таки глава Меджлиса Рифат Чубаров утверждает, что вот отклонение апелляции Верховным судом России, что это лишь просто очередное доказательство вообще вести какой-либо диалог и с Москвой, и с подконтрольным ей руководством Крыма. Давайте послушаем цитату Рифата Чубарова. Точка зрения. Меджліс працював і буде працювати. Ми не визнаємо чинність російських судів на окупованій території, але ми подали апеляційну скаргу. Цим ми зреагували на заклики наших західних партнерів, що, мовляв, треба знаходити шляхи, які би мінімізували репресії проти людей і які би надали можливість світовій громадськості ще раз побачити те, що Росія за будь-які умови не йде на діалог майже в тих сферах, де мова йде про права людей. Вважайте, що сьогодні члени Меджлісу, які там в окупованому Криму подали скаргу, вони ще раз є на передньому краю, щоб світова спільнота пересвідчилася про те, що не може бути жодних спроб щодо діалогу з Москвою, крім задіяння сили, економічних санкцій. Точка зрения. Ну вот, кстати, это вчера на митинге как раз-таки против запрета Меджлиса говорил Рифат Чубаров. Вот по поводу высказывания Аксенова. Меня всегда поражает в оккупационной власти один момент. Если для них нет Меджлиса и не существует такой организации, как они говорят, почему они так тщательно и пристально следят за деятельностью членов Меджлиса? Ну а вы как думаете, почему именно Меджлис такой костью в горле стал? Почему такое преследование? Потому что Меджлис — это едва ли не единственный политический орган, который проявил четкую принципиальную позицию во время оккупации и не отошел от этой позиции, несмотря ни на что, несмотря на какие-то внутренние вопросы, да, наличие тех же людей, которые пошли сотрудничать с оккупационной властью. В целом их сломить Меджлис не удалось, ведь действовали самыми грязными методами, пытались подкупать, пытались давить, пытались бить по самому больному. Были попытки договориться? Ну вот я знаю, несомненно, что раньше я сама... Ахтем Чийгоз говорил об этом тоже, что были попытки... Была попытка переизбрать внутри, уже в самом Крыму, председателя Меджлиса после того, как был внесен запрет на въезд. Причем действовали самыми грязными методами. Я сама прошла через эти попытки, когда вызывали и каждому предлагали какие-то преференции. Мне, например, мой, как говорится, торг, это возможность на въезд моему супругу Исмету Юкселю, которому 10 августа 2014 года ФСБ на 5 лет вынесла запрет на въезд в Крым и на территорию Российской Федерации. Проголосуй за нового председателя Меджлиса, и твой супруг въедет в Крым. Вы понимаете, какими грязными методами? Шантаж прямой, да? Такой? Прямой. Потом они взялись за делегатов Курултая. А кто это предлагал? Заур Смирнов и Бальбек. Я беседовала с ними, обманули меня, сказали, что будет собрание, я пришла, оказалась на встрече с ними, вот, и вот такие вот торги. А почему вот с этих членов Меджлиса, там еще Эмирали Аблаев, да, кажется, муфти среди них был, почему только вот несколько дней назад исключили их? Почему все это время они оставались членами Меджлиса еще? Ну, дело в том, что да, это логичный вопрос, но лучше поздно, чем никогда, потому что действительно их деятельность, она вот в таком ярком, уродливом виде начала проявляться в достаточно позднее время. До этого были такие более-менее умеренные заявления, но после того, как мы увидели, что делает муфтият сейчас в Крыму, после этих заявлений решение было вынесено однозначным. Вот. Кроме того, вы понимаете, какое противоречие? Говорить о том, что мы не признаем международное право, нам не нужно международное мнение, и выезжать на международные площадки, как это сделал представитель муфтията Айдер Исмаилов, приехал в Варшаву и стал рассказывать, как в Крыму стало хорошо, и 23 года Украина ничего не делала, а сейчас
права мусульман восстанавливаются в полном объеме и в полном праве. Вот эти вот противоречия – это признак, показатель лжи, на основе которой строится вся политика оккупационной власти и вся система доводов. Скажите, ну а вот уже там счет идет как бы не на первый десяток человек, тех, кого многие уже признаны официально политузниками, да, политзаключенными, ну, либо преследуемыми по политическим мотивам. Сейчас не увеличится ли их количество, и как теперь, ну, поддерживать и защищать их, не станет ли сложнее? К сожалению, ситуация очень серьезная, потому что действительно количество политических заключенных велико. 14 человек сидит по делу Хизбут Тахрир, продолжается расследование уголовного дела 26 февраля. Вот. Есть украинские политические заключенные, часть из которых уже отбывает сроки и вывезены с территории оккупированного Крыма. То, что это число политических заключенных не увеличится, ни у кого гарантий нет. Что нужно делать? Нужно постоянно следить за ситуацией в Крыму, постоянно об этом говорить, мониторить украинской власти, международным организациям, добиваться допуска международных журналистов, международных миссий. Гласность – это то, чего они боятся. И в какой-то мере мы в этом убедились. Вот эта гласность и обсуждение здесь, на материке, в международных кругах, оно дает своеобразный иммунитет тем, кто остался в Крыму. Вчера вот как раз-таки на этом митинге, вы тоже там присутствовали, звучали неоднократно и от представителей Меджлиса, и от МИДа призывы к Западу, к партнерам украинским усилить санкционное давление, да, на Россию? Совершенно верно. То, что санкции, вопрос санкций должен быть напрямую связан с вопросом соблюдения прав человека в Крыму, с вопросом освобождения политических заключенных, это та позиция, на которой Меджлис стоял с самого первого дня. Даже когда она вызывала определенное такое недоверие. Но это должно быть связано напрямую. Увеличивается давление, санкции должны увеличиваться. Не исправляется ситуация, еще более увеличивается. Поэтому санкции плюс мониторинг ситуации и гласность в этом вопросе. Ну, а пока получаются такие санкции, что представители власти, так называемой, подконтрольной Кремлю, ездят на международные конференции. Я напоминаю, что в гостях у нас была член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Вы слушали радио Крым Реалии. Нашу вечернюю программу сегодня с Виталием Портниковым слушайте в 18:30. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Услышимся.